Спасатели сегодня отмечают свой профессиональный праздник, и многие на рабочем посту. Вот кому уж точно приходится идти и в огонь и в воду. Они рискуют жизнью, чтобы жили другие, а дома за них переживают родные. О том, что такое быть спасателем, узнала Анастасия Ильчебаева. Там сколько, один? Словно маленького ребенка пенсионерку впереди ведет спасатель Ренат Нигматуллин. Из-за пожара в одной из квартир жильцы многоэтажки тогда не могли самостоятельно выбраться наружу. Спасатели эвакуировали 40 человек. Из ловушки, хоть и не огненной, Ренату приходилось освобождать не только людей. Отпусти! Отпусти! Этого бедолагу спасатели сначала пытались усыпить с помощью специального ружья. Но толстая шкура Сахатова, как броня, отбивала все уколы. Пришлось работать в ручном режиме. Шприц намотали на палку длинную, спускались при помощи альпснаряжения и обкалывали лося сверху, куда уж попали. Когда уснул, подогнали уже кран, спустились к нему, обвязали все краном, доставали, вывозили уже за территорию города. Как раз к моменту, когда мы его начали с прицепа спускать, он уже начал так просыпаться и лапками подергивать. Вот такое как-то запомнилось. А там что-то такое страшно впечатлительное как-то забывается. А вот спасенные запоминают это на всю жизнь вместе с коллегами. Ренат ехал на тренировки по водолазным спускам, когда увидели слетевшую в кювет легковушку. Девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. Спасатели бросились на помощь. Убедившись, что с ней все в порядке, специалисты спилили сломанный ствол, поменяли колесо и вытащили машину на дорогу. Увидели меня, заметили, оказали мне техническую и психологическую помощь. Не бросили меня в этой жизненной ситуации, не проехали мимо, не оставили. Я хочу вам выразить слова благодарности, поздравить с вашим профессиональным праздником, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Там всякие газели, волки в голове у него. Еще там у него улыбки в аквариуме. И мир стал самым главным подарком для Рената. Малыш родился 4 года назад, накануне Дня спасателя. Несмотря на свой небольшой возраст, он уже рвется на работу к папе. Свое представление о профессии отца Эмир смог составить по видеозаписям. Он альпинист сейчас работает. Альпинистом работает? Ну и спасателем, да? И спасателем. Он спасает людей на высоте, на вершине. Когда они их навещат, альпинисты всегда придут на помощь. Да. А ты сам не хочешь потом стать спасателем, когда вырастешь? Да, хочу. Да? Серьезно? Я хочу стать пожарным. К профессии Эмир подходит серьезно. В его арсенале уже огнетушитель, рация, форма, а главное – желание, как и у отца, спасать людей. Ренат старается не рассказывать супруге страшные случаи, но часто интернет сообщает быстрее, чем муж. Автомобиль Делимобиль столкнулся с фурой. Пришел с работы, я у него спросила, он говорит, такая фамилия такая, редкая. И и оказалось, что это мой одногруппник был. Что такое вообще быть женой спасателя? В первую очередь, это, конечно, гордость и тревога. Гордость, то, что он помогает людям, спасает людей. И тревога, конечно, что может что-то произойти. Но в этом случае всегда подстрахует вторая семья на работе. Специфика профессии такая, что друг для друга они больше, чем коллеги. Доверие в нашей профессии очень важно. Я иду без страха, когда есть он. Потому что я вижу, как он работает, я вижу то, что он знает, понимает, то есть соображает, и это дает уверенность. И недавно Ренат подтвердил эти слова. По итогам соревнований он был признан лучшим спасателем отряда. Эта профессия стала для него сбывшейся мечтой, за которой стоят риск и ежедневные тренировки. И даже свой ближайший выходной он точно проведет на работе. Но это уже не по собственной воле. Когда у папы будет выходной, я буду там смотреть машины. А вы уже договорились все с папой? Ага. Он уже в курсе, да? Да, он в курсе. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов. Новости. Уфа.